Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Тема нашей сегодняшней встречи– это татарская мифология. Я всегда так немного посмеиваюсь над своими студентами, когда они из перечня, я веду мифологию, и из перечня 30-40 тем радостно выбирают татарскую мифологию. Я говорю, давайте, попробуйте, как вы мне будете отвечать по тому, чего, собственно, нет, да, почти. Но на самом деле это очень интересная область, и мы с вами увидим, что да, татарская мифология есть. И здесь очень много культурных, исторических пластов, и очень радует, что в последнее время огромный интерес к мифологии. Я вот все пытаюсь проанализировать, с чем это связано, и к татарской мифологии, потому что издаются книги, такие даже арт-буки, очень интересные в Москве, в том числе арт-симпозиумы. Я некоторые вам фрагменты этих арт-симпозиумов, да, покажу, посвященные тому же образу Шурале и мифологическим персонажам. Фильмы, художественные, проза. То есть эта тема достаточно актуальна, и ей интересуется молодежь. Может быть, конечно, многочисленные компьютерные игры, да, и ведьмаки вот эту вот всю сферу как так актуализировали. Но главное, да, наверное, нам с вами выяснить, как вот эти древние мифологические персонажи, как они формируют духовную культуру, как они закладывают культурный код, и как через них, наверное, пусть даже через компьютерные игры, да, передавать этот культурный код уже нашему молодому поколению. Да, я очень надеюсь, что действительно вот эти все мифологические персонажи, они не будут просто какими-то мультяшными персонажами, да, а вот эти вот свои исконные какие-то глубинные смыслы сохранять. Итак, татарская мифология. Если брать по структуре, да, здесь действительно очень интересный комплекс. Во-первых, самый древний пласт, о котором мы тоже, естественно, с вами поговорим, это древняя тюркская мифология, древнетюркский пласт, который очень, так скажем, призрачно, наверное, сохранился вот в такой актуальной татарской современной мифологии. Но очень многие образы сейчас актуализируются в изобразительном искусстве, в живописи. Поэтому здесь тоже вот этот пласт мы с вами посмотрим, и, по крайней мере, какие-то космологические представления, да, татар, заложенные именно в древнетюркское время. Второй пласт связан, естественно, уже с приходом ислама на нашу территорию. И помимо, собственно, да, вот этих религиозных представлений, которые накладываются на местные верования, и такой феномен очень интересный народного ислама, а иногда даже какие-то отголоски двоеверия фиксируются. Здесь еще очень важный момент, что благодаря исламу приходят образы из древних восточных культур, да, мусульманских, в первую очередь из Ирана. Поэтому вот эти вот ираноязычные иранская мифология, она тоже очень ярко у нас фигурирует. И те же самые Аджаха, Пери, джинны, наверное, с территории Аравийского полуострова к нам приходят, но это все тоже появляется в народном таком пласте мифологическом. Далее, естественно, нужно учитывать, что формируется наш этнос в Средневековье уже в рамках Волжской Булгарии, да? А Волжская Булгария– это государство, которое включает многие народы этнические, не тюркские, на территории нашей. Поэтому вообще Среднее Поволжье уникальный в культурном плане, конечно, регион, потому что здесь и элементы быта, да, элементы культуры на протяжении веков очень тесно
друг с другом перемешивались, поэтому действительно, наверное, даже большую часть представителей низшей мифологии, духов, невозможно определить, кому принадлежат, каким из народов нашего Поволжья, потому что заимствования здесь идут очень и очень активные, и многие персонажи, они действительно общие. Ну и плюс специфика сама, естественно, мифологического сознания. Поэтому вот эти влияния финно-угорских народов, поволжских финнов, потому что самый древний этнический пласт, мы помним, да, на нашей территории, это все-таки именно предки финно-угорских, угро-финских народов. А затем уже на этот пласт накладываются тюркские элементы, потом еще и славянские, да, с XVI века, и, естественно, очень такое тесное взаимопроникновение из славянской низшей мифологии. А дальше происходят, так скажем, моменты, потому что мифологизируются уже какие-то исторические происшествия, исторические фигуры. Ну, мы знаем прекрасно мифы, да, об основании Казани, о происхождении каких-то городов, мифы, связанные с Сюембике, сам образ того же Кул-Шерифа мифологизируется. И мы тоже поговорим, вот этот очень интересный процесс именно мифологизации реальных каких-то исторических персонажей. И далее это уже тоже переходит в какой-то художественный образ и в художественный миф. Вот, например, та же Сюембике, да, очень часто она в современных произведениях художников, она выступает как некий такой уже дух-хранитель места. Да, она хранительница Казани. И много изображений, когда сама башня Сюембике, да, и сверху, откуда-то с небес наклоняется Сюембике и пытается как бы охранять своим покрывалом сам город. То есть она превращается, по сути, в гениуса Лётца, да, если помните по римской мифологии, духи-хранители местности. И это потом термин, который будет у нас и в экскурсоведении очень часто в экскурсоведении присутствовать, дух места. Поэтому здесь действительно какие-то образы, которые актуализируются в литературе, ну, как Шурале, да, и Суанасы, они уже занимают центральное место и живут совершенно своей жизнью, потому что, да, это особенность мифологического мышления, и я с удовольствием, да, приведу слова Сагалаева про Урало-Алтайскую из Урало-Алтайской мифологии, который, может быть, так, ну, достаточно сложно, но очень точно сказал, что реконструкция архаического мировоззрения – это будет очередной миф. Понятно, да? И, наверное, это продолжение идеи Алексея Федоровича Лосева о том, что, да, человек всегда живет в мифе, просто переходит из одного мифа в другой. Адекватное толкование мифа может быть только мифологичным. Миф о мифе – это далеко не худший вариант познания и прочувствования традиции. Еще очень интересный пласт, который у нас, да, почти, наверное, не изучается, хотя, может быть, в экскурсоведении современном, да, это уже городская мифология, которая включает в себя мифы уже о каких-то городских зданиях, локусах, событиях. И в результате мы с вами видим, да, что действительно такой многослойный пирог получается, и каждый вот из этих пластов культурных нужно изучать, и по каждому из этих пластов есть свои источники, потому что здесь всегда сложность с мифологией, с реконструкцией мифологии. Да, это именно комплекс источников. Но общее определение мифа, чтобы было понятно, да, каким образом и почему вот эти персонажи той же самой низшей мифологии и какие-то базовые космогонические структуры, они общие и не только для наших народов, обитающих на нашей территории, но и, в общем-то, в целом по миру, так называемые бродячие сюжеты и мифологемы.
Потому что миф, да, это эмоционально-образное, такое синкретичное отражение реальности, в виде конкретных персонификаций. И вот это, наверное, очень точное слово, потому что любое ощущение, любая эмоция, да, любое понятие обязательно должно быть персонифицировано. И не зря мы будем говорить образ домового, хозяина дома, абсолютно универсальный, да. Это персонификация ощущения дома и своеобразного вот этого локуса. Дом, и как его сделать своим, вот этот образ хозяина дома, домового, а иногда это целая семья, я бы сказала, да, домовых. Вера, переживаемая как действительность, коллективные сновидения, и интеллект не участвовал в создании мифа. Настоящий миф, он переживается как реальность. Все, что совершается внутри сознания, оно представляется абсолютно реальным. И мифология, да, это древнейшее мировоззрение, это древнейший пласт, и он свойственен абсолютно всем культурам. Когда в XIX веке будут изучать мифы, то более, так скажем, углубленно, да, то окажется, что действительно очень многие, так скажем, моменты в различных мифологических системах, они сходны, и появляется так называемая параллельная типология, которая пытается выявить вот эти бродячие сюжеты. А самый ранний пласт, который у нас фиксируется, это, мы уже с вами говорили, древний тюркский. И здесь есть источники. Я начала уже разговор, да, об источниках, потому что вот для реконструкции мифологии существуют разные типы источников. В идеале, конечно, если у нас есть какие-то священные тексты, где очень четко зафиксированы те или иные мифы, но это бывает очень-очень редко. Даже древнегреческая мифология, да, она у нас вся реконструируется по вторичным мифам, по вторичным источникам, по литературным в частности. Поэтому либо опрос носителей вот того или иного мифологического сознания, это как раз здесь нам очень помогают сведения наших этнографов и по татарской мифологии, в частности, да, когда с начала XX века и в середине XX века в советское время этнографы ходили по деревням и стариков опрашивали, что они помнят, что им бабушки, дедушки рассказывали, живет у них домовой или дворовый, в лесу кто водится. И вот эту информацию, естественно, надо очень грамотно, да, выстраивать опросные листы, чтобы подводить человека вот к той информации. Вот эта информация, она сохранилась, и, ну, насколько я просмотрела, да, материал, и в последнее время издается этнографами достаточно много интересных работ по исследованию вот такому этнографическому конкретных групп татарского населения. Источники литературные, источники это сведения путешественников, которые на эту территорию приходят, либо соседи. Ну вот в частности, да, по тюркскому периоду, древнетюркскому периоду, здесь, понятно, сохраняется руническая письменность и надписи в том числе, да, на камнях, но много и источников китайского происхождения, так все генеалогические легенды, они в основном реконструируются именно по китайским сведениям. А здесь всегда возникает ряд сложностей, потому что одна культура другую не в состоянии обычно понять полностью и адекватно, да, и очень часто накладываются какие-то представления мифологические, допустим, там про Умай, какой-нибудь, да, путешественник, знакомый с греческой мифологией, говорит, что это Афродита. Вспомним Юлия Цезаря, да, который в записках о Гальской войне, он кельтскую мифологию, гальскую, он всю буквально на римский пантеон наложил. Вот. Помимо этого, да, какие-то моменты могут быть просто непонятны абсолютно, и тогда здесь идет такой вариант додумывания. Поэтому, естественно, вот эти источники
других культур, так скажем, да, по мифологии, они всегда должны подвергаться такому очень тщательному анализу. Фольклорные источники, там, где сохраняются, и в первую очередь, конечно, мифами, реконструкцией мифов на данный момент, особенно по славянской мифологии, да, по татарской мифологии, занимаются именно фольклористы. Потому что фольклор дает нам разнообразие жанров, и здесь, да, исследование волшебных сказок, например, которые всегда несут отголоски древних мифов. Кэмпбелл и Проб, особенно, да, Валерий Проб в своих работах, в общем-то, доказали. Волшебные сказки, различные сказания, баиты, легенды. Здесь, опять же, должен быть такой очень тщательный подход, потому что там, где фольклор идет достаточно в свободной форме, передается, да, а не как какие-нибудь обрядовые моменты, зафиксированы обрядовые песни, где нельзя, там или наговоры, где нельзя изменить ни одно слово, то, естественно, те же сказки волшебные всегда будут как-то пересказываться, домысливаться, и информация изначально может искажаться. Фольклорные источники, этнографические источники, там, где можно провести линию этнографии, археологические источники, которые, к сожалению, у нас молчат, и информацию сами по себе, да, никогда не выдают и только идут в своеобразной такой в паре с этнографическими источниками, либо с какими-то письменными и фольклорными. Итак, да, древний пласт, связанный с тюрками. Здесь как раз вы видите великолепные, уже нам недоступные, увы, панно Рената Миннебаева, которая украшала стену музея тысячелетия нашего города, если вы помните, да, или музей истории НКЦ «Казань». Это было, где он очень хорошо, так в стиле археоарт, передал основные образы и всю географию взаимодействия вот кочевых племен Евразии, пути, по которым следовали, и каким образом происходил этот диалог культур. Итак, что до нас дошло, да, из тюркских древних надписей? Это, собственно, космологические представления, это происхождение мира. Но здесь, так скажем, ничего особо такого необычного нет. Небо и земля, которые выступают, как всегда, пара богов основных. Да, и происхождение, и первый священный брак как раз заключается между небом и землей. И между ними возникли сыны человеческие. Примерно так сказано в древних тюркских сказаниях. Земля представляется в виде своеобразного такого квадрата, 4 угла. И также еще один мотив, связанный с космогоническими представлениями. Космогонические — это происхождение мира. Да? У всех народов есть мифы, которые говорят о происхождении мира. Очень много бродячих сюжетов, связанных с этим. И вот такой интересный миф запечатлен в поздних уже преданиях и мифах народов Поволжья, но уходит он пластами. Здесь вот ученые сомневаются даже в какой, да, из древних пластов, потому что здесь этот сюжет встречается у многих народов, не связанных даже друг с другом какими-то историческим происхождением. Это сюжет о водоплавающей птице, либо не птице, это может быть уточка, это может быть гагара, это может быть черепаха, это может быть андатра, это может быть выдра. То есть это должно быть некое существо, которое соединяет две, а лучше 3 стихии: воздух, воду и землю.
Но на нашей территории часто это будет именно уточка. Там тоже либо 2 уточки, да, которые землю, которая камень несет. Это будут уже разные вариации у тюркских, в том числе и у финно-угорских народов это встречается. И уточка ныряет на дно океана. Чуть позже и вариации встречаются, когда по прямому указанию, да, допустим, того же самого тенгри, и приносит кусочек земли в клюве. И из этой земли появляется, собственно, появляется суша. Вот этот сюжет очень действительно интересный, потому что, повторяю, разбросан этот бродячий сюжет по всему миру, и там та же черепаха будет нырять, да, или какая-нибудь выдра, или гагара в финском эпосе. В Китае будет саморастущая земля, которая, да, тоже из похищенного кусочка появляется. И наши историки, в частности, вот Давлетшин, именно вот на этих изобразительных материалах, да, на ювелирном искусстве в Волжской Булгарии, на знаменитых височных подвесках с уточкой сделал вывод, что этот миф присутствовал даже в эпоху Волжской Булгарии на нашей территории. Но на последних конференциях у нас, на одной из последних конференций у нас был очень такой серьезный спор с археологами и с искусствоведами, потому что часть из них придерживается мнения, что нет, это просто иконографический образ, пришедший из Ирана, и напрямую, так скажем, да, связывать его, хотя это очень и очень красиво связать, потому что здесь и число 3 присутствует, 3 мира, соответственно, верх, небо, земля и подземный мир. Но я думаю, здесь тоже с иконографией вот этих височных подвесок нужно будет еще разбираться. Ну, а в целом, повторяю, достаточно устойчивый миф, который вот путешествует и зафиксированный в XIX веке у всех народов Поволжья. Но также древний пласт, древнетюркский пласт дает нам образ такой персонификации неба, образ тенгри. И он затем, будем так говорить, переходит, в общем-то, и сливается. Некоторые ученые говорят, что после того, как ислам приходит на территорию Волжской Булгарии, да, вот это олицетворение неба и высшей силы, и высшей власти, в первую очередь, сливается и с образом в какой-то степени Аллаха. Тенгрианство и вообще высшая мифология, я думаю, вы знаете, да, любая мифологическая система, она делится на высшую мифологию, то есть это персонификация, это образы и божества высших стихий, неба, солнца, земли, любви, войны и так далее. И низшая мифология, которая связана с оживлением природы, с духами природы. Низшая мифология всегда более устойчивая. Она переходит в фольклор, она переходит в сказки, она растворяется в декоративно-прикладном искусстве. И как раз вот по фольклору и по декоративно-прикладному искусству можно вытащить вот эти изначальные образы. Высшая мифология, если она сменяется, да, другой мифологической системой, либо, естественно, одной из мировых религий, то она полностью уходит из культурного кода, и здесь действительно очень сложно вот эти вот элементы вытащить. Тенгри в тюркских каганатах, вы знаете, да, он сливается и с образом хана, и хан, как олицетворяющий власть, вот, можно сказать, воплощает этот образ на земле. Вот такие синего цвета амулеты в Волжской Булгарии у нас фиксируются уже в исламское время. И опять же, часть историков-археологов высказывает мнение, что это отголоски культа Тенгри. И это как раз амулеты, изображающие небесное синее божество, да, божество Тенгри, как и у всех тюркских народов. Опять же, на последних
конференциях здесь высказали по этому поводу сомнения, что, возможно, это просто своеобразный амулет, изображающий Караницу или что-то вот близкое к этому. Но то, что после того, как на нашей территории, да, на территории Волжской Булгарии, уже распространяется ислам, какие-то древние, естественно, образы, связанные и с тотемическими, в первую очередь, да, звериными, демоническими, они сохраняются однозначно. А я думаю, вы узнали, да, вот этого невероятно загадочного, да, идола, который был найден в Волжской Булгарии, ну, на территории болгар, и сейчас он находится в музее знахаря, к нему боятся подступаться. Я не нашла ни одной научной работы с какой-то хотя бы, так скажем, попыткой, да, вытащить вот этот образ и как он связан. Ну, я думаю, клювообразный персонаж, да, с орнаментальными изображениями. Помимо Тенгри в тюркский пантеон входит богиня Земля Умай. Ну вот по древним изображениям примерно так ее иконография фиксируется. Женщина в трехрогом головном уборе, в богатом наряде. Вот это кудыринский валун, который дает нам как раз одно из ее древних изображений. Она также будет, вернее, так скажем, олицетворением именно Умай будет считаться супруга хана, то есть она связана как бы, да, и с властью, и с идеей материнства, естественно, с деторождением, с плодородием. Ну, это вот такое божество, оно универсальное, как божество плодородия для всех, я думаю, народов. Это средневековое изображение, а это современное изображение наших художников, потому что, да, из Башкирии. Потому что, я говорю, вот этот древний тюркский пласт, он тоже достаточно модный, и он сейчас в изобразительном искусстве актуализируется достаточно ярко. Это буквально 24-го года, так скажем, альбом художественный, выпущенный в Москве. Я только отдельные фрагменты его успела пока раздобыть, где в стилистике такой модерна тоже, тоже пытаются представить вот эти образы древнетюркские богини Умай. Ну и в современном таком тюркском этнофутуризме очень интересные тоже направления художественные, которые вот эти древние архаические коды пытаются, да, вскрыть и как бы в современной художественной стилистике передать. Вот примерно так будет образ Умай. Ну, понятно, что, да, отдельный разговор, связанный с Зелантом, хотя здесь тоже интересно, и мы говорили, тоже этот персонаж, так скажем, разнопластовый. И, естественно, с древнетюркским пластом связан образ волка, который и у индоевропейских народов, и у тюркских народов является зачастую тотемическим образом. При том, что очень интересно, у многих народов волк связан непосредственно, да, с олицетворением некой такой военной группы, военной дружины, как такая боевая единица и стая. И в китайских источниках зафиксированы генеалогические легенды, связанные именно с волком, о роде Ашина, я думаю, хорошо вам известное, да, что истребляется одно из гунских, видимо, племен, и мальчик десятилетний остается жив, израненный, но там иногда, да, правую и левую ногу отрезают, его подбирает волчица, выхаживает и рожает от него 10. Да, этот образ волка у нас будет часто присутствовать, рожает 10
сыновей, которые будут родоначальниками тюркских родов. И так или иначе вот этот союз между волком и человеком, он во многих более поздних тюркских легендах будет присутствовать. Иногда волк похищает гунскую царевну и живет с ней, и от брака своеобразного, да, животного и человека тоже рождается какое-то племя. Это как раз так скажем, вторая стадия развития тотемических мифов, когда происходит племя от какого-то животного, а затем чуть позже вот этот контакт происходит и связь между человеком и животным. Что касается волка, то хорошо вам известный, я думаю, миф о Ромуле и Реме, да, и капитолийская волчица, и есть, ну, есть предположение, что все-таки именно он уже влияет через гуннов, например, на тюркские племена. Но я думаю, образ волка, он как тотемное животное, да, он может возникать в разных регионах самостоятельно. И далее, не помните, наверное, вот эту статую, она стояла у нас в Кремле, в Казанском недолгое время перед Институтом истории, как вот как раз напоминание такое о этой легенде о связи волка и человека. На нашей территории очень интересный происходит процесс постепенного вытеснения образа волка барсом. И, скорее всего, это связано как раз с племенами, которые пришли, в том числе, да, с территории Кавказа, в раннем Средневековье и влились в формирование Волжской Булгарии. И постепенно, повторяю, волк меняется на барса, хотя на нашей территории барса не было никогда, и закрепляется. Рогатость – символ плодородия, иногда появляются крылья, потому что, да, это особенность как бы мифологических образов, да, наделение какой-то особой силы, и в том числе и через крылья. И вот такие вот баклашевские всадники, они могут считаться своеобразной вот такой вот заменой уже этого тотемического образа, который в результате и у нас ляжет в основу геральдики нашей республики. Это уже наш современный барс, и это одна из попыток геральдических тоже закрепить этот образ очень забавный, да, в XVIII веке. Лес практически у всех народов в мифологии, да, он носит такой вот по эмоциям характер такой амбивалентный, и он является некой пограничной зоной с загробным миром. Очень часто в сказках, да, персонажи, они переходят через этот магический лес. С лесом связаны и инициации, обряды посвящения и какие-то препятствия, которые должен герой преодолеть для того, чтобы, да, выйти на новый уровень. И здесь несколько моментов интересных, да, связанных с Шурале. Его принадлежность к так называемым, да, половинникам или хтоническим образом, потому что то, что у него один рог, а персонажи демонические персонажи, имеющие, да, какую-то нечетные элементы, допустим, там одна нога, один глаз, одна рука, они считаются как раз вот какими-то такими переходными в мир другой, в мир загробный. И, повторяю, хтонические существа, связанные с землей, с порождением земли, хтонос, древнегреческое. Дальше интересный момент, конечно, связанный с Шурале, это момент щекотания.
Да, казалось бы, он фиксируется. Вот филологи последние, очень интересное я исследование филологическое читала, где они как раз вот этот элемент щекотания, щекотки, слова, связанные с этим, и связь каких-то какой-то низшей мифологии с щекотанием пытались выяснить, как распространяются эти персонажи. И выяснилось, что те же, допустим, водяные русалки и в славянской в том числе, да, отголоски славянской мифологии, Нижегородская область и вот территории, близкие к нам, там это одна из функций действительно вот этих демонических существ, то есть нападение через щекотание. Это встречается. А вот в более северных районах, например, такого нет. То есть, скорее всего, здесь получается, что это воздействие, наверное, именно нашего Шурале уже на низшую мифологию соседей. Персонажи близкие, да, к Шурале, вы знаете, есть и у удмуртов, и у чувашей, у ближайших наших соседей. И еще очень интересный момент, который тоже нужно исследовать, это с чертами трикстера у Шурале. Потому что первоначально, да, наверное, вот эти черты трикстеры — это персонажи в мифе, в мифологии, которые такие озорники, шалуны. Это особый, так скажем, пласт, который очень интересно исследовался тем же Карлом Юнгом и Фрейдом, как своеобразная такая вот персонификация архетипа, актуализация архетипа тени. Вот. И, да, и Шурале как раз относится к этому типу трикстеров. Но другой момент, что именно как литературный персонаж, да, вот эти функции трикстера у него забирает как раз Батыр. И он в результате обманывает самого Шурале. Ряд персонажей, да, художественных, близких к Шурале. Это, естественно, сатиры, паны. Если брать античную мифологию, это, естественно, и лешие, если брать славянскую мифологию. И вы, наверное, знаете, в Елабуге каждый год арт-симпозиум очень интересный проходит на какую-то тему, и там вот самый первый арт-симпозиум, который в Елабуге проходил, да, он был связан с Шурале, и в результате целый образ, целая когорта, наверное, интересных таких уже современных авангардных образов, я бы даже так назвала. Ну, вот эта картина называется «Я Шурале». Да, автопортрет в виде Шурале. Опять же у нас Ахсан Фатхудинов, хорошо вам известные иллюстрации Урманче.